Здравствуйте! Это видео снято для людей с нарушениями слуха. Группа видеороликов называется «Азбука права». Все видео подготовлены с учетом пожеланий глухих и слабослышащих людей. Мы постарались, чтобы жесты и слова были понятны каждому человеку, у которого есть инвалидность по слуху. Мы будем говорить на жестовом языке. Внизу экрана вы можете прочитать субтитры. А для слабослышащих мы добавили голос. Наше видео сопровождается иллюстрациями, которые помогут вам лучше понять соответствующую тему. Предпринимательская деятельность по добровольному патенту. Образовательное видео для глухих и слабослышащих людей. Налог по добровольному патенту является одним из видов специального налогового порядка. Налог по добровольному патенту уплачивается физическим лицом, налогоплательщиком, через приобретение добровольного патента в налоговом органе. Патентом является выдаваемый органом налоговой службы документ, удостоверяющий право налогоплательщика осуществлять определенный вид деятельности и уплату налогов по данному виду деятельности, а также подтверждающий получение доходов в течение времени, в котором действовал патент. При приобретении добровольного патента не требуется уплата налога на прибыль и налога с продаж. Чтобы приобрести патент, сперва необходимо уплатить через банк стоимость патента, затем квитанцию об оплате предъявить налоговому инспектору. Инспектор обязан сделать необходимые записи на бланке патента и сразу выдать патент. Патент на осуществление отдельных видов деятельности не может заменить лицензии и другие специальные разрешения на право их ведения, выдаваемых специальными государственными органами. Внимание! Ведение деятельности без патента признается нарушением, ведением деятельности без регистрации и уклонением от налогообложения. Патент действителен только на той территории, где был выдан. Район, город без районного деления или город Бишкек. Запрещается передача патента или его копии в целях осуществления предпринимательской деятельности другого лица. Базовая сумма налога по добровольному патенту по видам деятельности устанавливается постановлением правительства Кыргызской Республики. Например, проведение тренингов, репетиторство стоит 600 сомов. Деятельность по записи и редактированию аудио стоит 1500 сомов. Более подробно можно узнать на сайте Государственной налоговой службы. Налоговый орган вправе производить корректировку суммы налога в зависимости от сезонности, доходности, вида и места ведения деятельности в пределах базовой суммы налога. Расчет базовой суммы налога и ее корректировка производятся после специальных измерений. Если налогоплательщик совмещает два или более видов деятельности, подлежащих налогообложению по добровольному патенту, сумма налога устанавливается на каждый вид экономической деятельности отдельно. Патент может быть приобретен на 1, 2, 15, 30, 90 или 180 дней, следующих подряд. При приобретении патента на 90 дней сумма налога снижается на 5%, на 180 дней на 10%.
Патент, приобретаемый через платежный терминал, может быть приобретен на срок от 1 до 30 дней, следующих подряд. Если налогоплательщик налога на основе добровольного патента имеет работников, то он обязан удерживать заработной платой таких работников фиксированную сумму подоходного налога на каждого работника. Человек, осуществляющий деятельность по добровольному патенту, должен ежегодно до 1 апреля представлять в налоговый орган единую налоговую декларацию. К декларации должны быть приложены копии патентов. В случае, если выручка от реализации товаров, работ и услуг налогоплательщика превышает регистрационный порог по НДС, то данный налогоплательщик не имеет права на уплату налога по добровольному патенту. Как получить добровольный патент? Вам необходимо обратиться в территориальное управление налоговой службы по месту прописки либо по месту работы. Далее выбираете вид деятельности, который вы планируете осуществлять. Для получения патента предъявите налоговому инспектору заявление о выдаче патента с указанием вида деятельности, фото размером 3×4, квитанцию об оплате стоимости патента, страховой полис за 2018 год. Стоимость страхового полиса составляет 748 сомов. Налоговая служба обязана выдать вам патент сразу после того, как вы внесете все необходимые документы. Как закрыть добровольный патент? Если вы решили прекратить предпринимательскую деятельность, по которой получили патент, то вы можете закрыть его. Обратитесь в налоговый орган, где вы получили патент, в отдел единого окна. Вы можете написать заявление и передать его с копией паспорта налоговому инспектору. Он поставит на патенте печать о закрытии и вернет вам патент. Теперь вы знаете, что такое добровольный патент, как его получить. Благодарим за внимание.